Конечно, можно сказать, что его музыка очень глубока, серьезная. Слушая его музыку, определяешь себя в каком-то ином пространстве. Человек мыслит реальностью, и реальность его объективна. Мне кажется, что Вячеслав Владимирович — это человек космоса, человек вселенной. Он часто погружает нас в пространство и медитирует. Вот. Во всем глубина и глубочайшая талантливая мысль. Можно применить к определению творческого композитора Асафьев говорил, что музыка жива мыслью. Я надеюсь, что сегодня всем будет интересно слушать, потому что в музыке много мыслей, много чувства, и она заставляет размышлять о многом. Но музыка очень универсальна. Уже Калинина говорила, что он пишет в академической манере, он пишет в стиле модерна, но все одинаково эту музыку понимают, потому что он говорит на языке человека с человеком. Музыку во всем мире его слушают, и в Швейцарии, во Франции, в Германии, в Японии. Ну и я думаю, сегодняшняя встреча с творчеством композитора будет для нас большим праздником. Разрешите начать наш концерт, конечно, Ну вот творческую встречу мы устраиваем таким образом. Послушаем музыку композитора. И его произведения приготовили наши преподаватели и учащиеся, это участники женского хора «Элегия». Так вот, должна сказать, по секрету, что наши участники и исполнители очень волнуются, потому что исполнение музыки в присутствии автора — это всегда ко многому обязывает, это действительно очень ответственно. Сегодня мы начинаем концертную программу. Это будет действительно небольшой концерт, подготовленный силами наших музыкантов. И откроет концертную программу ансамбль камерной музыки под управлением Владимира Андреевича Клещева. Ансамбль состоит из преподавателей музыкального училища, и в их исполнении прозвучит кич-музыка. И вот Вячеслав Владимирович, попутно сказать, кич-музыка. Кто-то понимает, знает, кто-то, может быть, не совсем. Может быть, пару слов что-то ваше. Вначале я хотел бы поблагодарить вас за такой прием, да? Я просто не ожидал. Это даже неловко, да. Вот, мне приятно, тем более находиться в этих стенах. Я когда-то за этим роялем играл свою музыку. Потом учился в консерватории. Вот, так что все началось здесь. Кич-музыка, может быть, мы как бы начинаем с другого, сразу с такой высокой ноты, что ли. Не постепенно, да? Может быть, да, может быть, это будет как бы таким толчком для общения. Вот, кич-музыка, в самом названии уже есть эпатаж, да? Как бы, что такое кич-музыка? Это уже такой как бы, то есть указание на какую-то музыку, которая является, может быть, эстетически высокой. Но мы знаем, что бывает музыка, которая по определению является кич-музыкой, хотя называется высокой. По определению это все наоборот. Называется кич. А внутри, значит, тут будут какие-то узнаваемые интонации, узнаваемые, может быть, сюжеты. Больше ничего говорить пока не буду. Надо
Исполнение, да. Потому что это сочинение впервые исполнилось ансамблем солистов классиков. Сейчас исполняется Анни Васильева. Тай. Ну, это каждое новое исполнение, оно предписано. Что-то в этом, когда писалось это сочинение, это предполагалось, что каждое новое исполнение будет по-своему оригинально и интересно. Это блестящее исполнение. Вот. Если вы здесь уловили какие-то интонации, может быть, аллюзии, какие-то вот, интонационные, вот, как это все сделано, вот это я назвал кич-музыкой. Это 15 исполнителей. Может, какие-то вопросы будут по конкретному сочинению? Или пойдем дальше? Потом вернемся. Потому что оно, может, слишком оно несерьезно. Мы начали, я думаю, что сколько времени. Да, еще послушаем более серьезное сочинение. Да, я думаю, у нас будет время в концертной программе для серьезного разговора, потому что состоится, я думаю, диалог с Вячеславом Владимировичем. Ну и продолжаем слушать интересную и, мне кажется, очень увлекательную музыку Вячеслава Кузнецова. И многие его произведения имеют совершенно оригинальные названия. Например, послушайте, пожалуйста, «Бельгийская сюита», 7 пьес для удовольствия и отдыха. Кларнет плюс фортепиано. То есть состав исполнителей так указан автором. Кларнет плюс фортепиано. Итак, кларнет Юрий Дмитриевич Лебедев.
забавными произведениями. И очень приятно, что в какой-то степени это касается нашего училища. Да, да, мы ездили туда с оркестром училища. Под руководством Краснопевича. Там была написана песня, причем она была написана в автобусе. Автобус Вена, сзади.
цикл, хоровой цикл. Застольные. Застольные. Нам добра, за столом сядеть. За столом сядеть. А як наша Іванка парадки вядеть. Парадки вядеть. По повной бутыльце горелки несеть. По повной бутыльце горелки несеть. Ешьте, гости, кормитеся, в одно место кладитеся, на чужое не годьтеся. Побьют боки, не жальтеся. А добра ж нам добра, за столом сядеть. За столом сядеть. А як наша Марилька парадки вядеть. Парадки вядеть. По повной талерочке сыру подает. По повной талерочке сыру подает. Ешьте, гости, кормитеся, в
быть на фортепианном отделении. И я знаю, что вы пишете фортепианную музыку, и не могли бы вы нам исполнить что-нибудь из своих новых фортепианных сочинений? Спасибо. Да, я учился как пианист у прекрасного педагога Виктора Яковлевича Блохова. Вот. Потом, закончив отделение фортепиано, я поступил сразу на композицию. Вот. И свои фортепианные какие-то достижения у меня не так много, видимо. Я как пианист не считаю себя выдающимся.